Прокладывать тоннель восточного выезда из Уфы начали еще в 1992 году. С 2007 года проект остановили, сам тоннель законсервировали. Так он простоял 10 лет. В 2017-м правительство Республики Башкортостан и Башкирская концессионная компания подписали соглашение на принципах государственно-частного партнерства. Оно оказалось не очень выгодным для региона, и лишь спустя 2 года уже новая команда руководства Республики Башкортостан и концессионер пересмотрели условия договора, и это позволило начать работу. Восточный выезд – проект значимый. Он улучшит транспортную инфраструктуру столицы Башкортостана и позволит наладить сообщение между трассами М5 «Урал» и М7 «Волга». В марте 2021 года в Уфе на строительстве восточного выезда произошло важное событие. Западное и восточное направление тоннеля соединили. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров и гость региона, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков на восточном выезде. Приветствую. Владимир Михайлович, приветствую. Желаю. Приветствую, ответить. С приездом. Спасибо большое. У нас сегодня такой хороший повод, так что очень рада, что приехали. Здравствуйте, коллеги. Мы этот тоннель огрубили с 92 года. И вот сейчас вот наконец мы подошли к этому этапу. Поэтому без вас не могли его открывать, потому что все-таки... Спасибо, но этап очень важный. Этап важный, на самом деле. Я тоже очень благодарен, что такая возможность республику опять посетить есть, тем более такая значимая. Поэтому был уже, кстати, один из первых субъектов, который я посетил, когда федеральный дорожный агентство вот перешел так, да? работать. Да. У нас, знаете, вот как мы понимаем, вот этот вот проект, ну, он в Приволжском федеральном округе точно первый, точно, там по масштабу. И где-то в федеральном масштабе конституционное соглашение такое тоже где-то в тройке. Он так неожиданно большой получился. У него сложная судьба. По туннелю ведутся работы по северной проходке и центральной проходке и установке в общем-то, центральной опоры. Более подробно нам Николай Петрович расскажет. Я тут? Мы по ходу будет рассказывать. По мостовой части мы точно. Во время экскурсии еще буду более детально говорить. Значит, мы находимся на западном портале нашего тоннеля. Западный портал – это вот участок, соединяющий Салаватку, одну из важных артерий города, с мостом. То есть наш тоннель будет соединять Салаватку с мостом. Общая длина 1276 метров. На данный момент проходческие работы завершены в объеме порядка 60%. Значит, ведутся активно работы по возведению постоянных конструкций, это центральная опора, и приступили к боковой обделке. Сейчас ведутся работы в северном тоннеле, проходка колоты северного тоннеля и лотка северного тоннеля. Опережающая штольня южная завершена в полном объеме, северная осталось еще 170 метров. В принципе, в этом году, в ближайшее время, значит, мы планируем приступить и к южному тоннелю, параллельно идти южным тоннелем. И где-то в конце мая-июня южный тоннель с восточного портала пойдем навстречу. В этом году запланированы работы по всем 8 колотам. То есть у нас будет 4 с вент-тоннеля идти, 2 с востока и 2 с запада. То есть на всех фронтах, где можно идти проходкой, мы будем идти. Значит, 22% постоянных конструкций уже возведены. Сейчас активно ведется работа по возведению именно центральной опоры, потому что технология подразумевает упор сводовой части именно на центральную колонну. Ну, в принципе, если вопросы будут, готов ответить. В целом, наверное, можно сказать про то, что 750 метров мы планируем в этом году полным сечением пройти с этой стороны, с южного тоннеля, да, и с той стороны, со стороны востока на запад. То есть одновременно полным сечением в этом году мы пойдем, вот, начиная уже с апреля месяца. Замысел тоннеля все-таки в чем? То есть это сохранение там территории какой-то, либо это невозможность технические параметры дороги соблюсти для того, чтобы это соединение обеспечивать. Скорее всего, это такая техническая история. Техническое решение. Но все-таки она каким-то образом с социалкой тоже связана. Нет, ничего. Просто технологически невозможно построить дорогу, проходить. Большие уклоны получается. Плюс больница и здесь парк. Соответственно, защитная зона.
И я так понимаю, идеология 92 года была максимально сохранить и плюс обеспечить уклоны. Просто если идти по верху, получается большая разуклонка, а на той стороне, на восточном портале, у нас горнолыжные курорты. И вот эта вот дорога, вырезающаяся из трамплина и горнолыжных курортов, наверное, и экологически, и эстетически на тот момент не допускалось. Идем. То есть весь восточный портал после завершения, он будет благоустройство сделано и все накрыто грунтом, и только будет выходить тоннель и переходить в мост. То есть эстетически для жителей Уфы и гостей. Поехали. Да, глубина залегания здесь будет порядка 63 метров. Есть. Мы будем как раз проходить сейчас. Вообще, сама идея, конечно, вот этой пути, скажем так, неважно по земле как, мы две федеральные трассы, по сути, соединяем, М5 и М7. Да, оттуда заходишь, влетаешь сразу в центр, вот туда, и туда и вылетел. А здесь у нас работы ведутся по колоте северного тоннеля. Временная крепь, видите, справа и слева, это центральная опора, это временная обделка, постоянная обделка боковая. Соответственно, вот эта временная крепь, мы здесь идем горным способом, не щитовая проходка, горным способом. Сперва открываются опережающие штольни, в них делается центральная опора и боковая обделка, и дальше свод сажается на уже возведенной конструкции. Эти открылки все демонтируются и увозятся. Здесь мы выполняем проходку, крепление опережающего свода идет методом амбрелла. Вот эти вот чудо-машины, что стояли на входе, за 7 минут бурит, там трубу загоняет, закрепляет свод, и под защитой этого экрана мы идем проходкой в безопасном режиме. Если вы говорите карстовые явления здесь... Они внизу у нас. Есть понятно, участки. подвижки грунта большие. На данный момент динамика грунтов небольшая. У нас карстовые пустоты на отметке минус 32. То есть Но все равно лотка. деформационные швы предусмотрены. Конечно, швы предусмотрены. Каждые 10 метров. Но у нас каждая заходка, вот если посмотреть, вот девшов, отсюда до сюда 10 метров, и там стоит 40-ка шпонка, гидрошпонка. И деформационные маты на центральной опоре. И на... это хорошо. Это да, предусмотрено. Ну, дело в том, что изначально было предусмотрено так, сейчас менять шаг, это тоже не... Мы в рамках проекта через каждые 10 метров, есть несколько опор, где идет 20-метровые куски, там на 20 метрах девши. Но, в принципе, тоннель такой динамичный организм, который даже в процессе эксплуатации живет и дышит. Понятно. Пойдемте. Сейчас он заглушит. Видите, трубки наверху, на их шланге, то есть загоняется труба, нагнетается раствор, в них дырки есть, чтобы усилить экран. Значит, там же идет у нас эти нагели грунтовые, чтобы не обваливался забой. И пошли. После того, как проходку сделали метр, наброс бетонная машина зашла, набрызгала, обезопасила, пошли дальше. Ну вот сейчас вышли на темпо 6 метров в неделю. Просто здесь мы проходим участок, здесь был участок мягкопластичных глин. И он немножко нас тормозит. Дальше уже заканчивается участок мягкопластичных глин. У нас даже есть участки, где мы можем идти без защиты, без экрана. Проектом предусмотрен. Там более плотные грунты и трещиноватый гипс еще есть. Пока идем. Вот вышли на показатели. Поэтому в этом году вот северный тоннель, приступаем к южному. И с востока заходим югом, отходим на 50 метров, заходим севером. И у вент тоннеля 4 лба таких же будет. Причем на востоке мы идем сразу полным сечением, то есть без боковой штольни. Ну, выйдем на восток, я там более подробно покажу. Вот здесь будьте добры, осторожно. Проходим. Роман Витальевич. Вот здесь, сейчас покажу. Центральную опору мы делаем в 2 захода, нижняя часть основания и верхняя. Вот здесь вот участок, где находятся первые карстовые пустоты. На глубине 32 метров пробуриваемся и нагнетаем раствор. После проходим георадаром, если все заполнили, пошли дальше. Вот здесь вот есть у нас 4 участка, где нужно будет нагнетать
достаточно большой объем. Как контролируете? У нас георадар есть, Георадар. конечно. Сами или Нет, мы привлекли, а у нас вообще проектом предусмотрено научно-техническое сопровождение это верно. геофизики и геотехники, да. Соответственно, у нас есть компания, которая параллельно с нами ведет работы по мониторингу выполненных работ и качества выполненных работ проверяет. И у вас приемка, сдача? там, Круглосуточно, контроль, в круглосуточном режиме. То есть у них это тоже Да, у организовано? них и ночная смена Если что-то организована, надо заявки скидываем заранее на выходные. момент суток. В любой. Это Особенно. на динамике работ сказывается. Такие технологичные вещи, они... Но просто тоннель это требует такая практически. штука, которая Да, вот да, выемку грунта сделал, ты должен установить креп, ты не можешь ждать. Ну, вот Иначе совершенно идут верно, деформации. это Поэтому в этом плане и авторский надзор Практически присутствует. беспрерывное производство. Поэтому А здесь вот породы какие в основном пробиваете грунты? Из глина, трещиноватый гипс. Глина, гипс. Камня нет? Камня не было вот такого? Нет, ну мелкие какие-то камушки волны попадаются, но так, чтобы твердая порода была, чтобы идти буровзрывным способом, нет. Здесь мы идем проходческими экскаваторами. По трубам что подается? Или они... А там идет водопровод, сжатый воздух. Вот сейчас мы из этого тоннеля переводим водопровод пожарный, пожаротушения в северную штольню, потому что здесь пойдем южным тоннелем тоже. Тут воздух и вода для тушения пожара, освещение. Роман Анатольевич, 1200 метров, это считается такой длинный тоннель, это да? хороший, да, серьезное сооружение. Ну, и я вот просто слушаю коллег, действительно подход серьезный. Они с опытом большим. Это просто мы сейчас идем, чтобы посмотреть, вот какие участки уже пройдены. Вот южная опережающая штольня, она же является транспортным коридором. То есть вывоз грунта из тоннеля, подача материалов, завоз бетона, все идет по этому А вот транспортному эта левая коридору. часть тоже срезаться будет, да? Вот. Да, вот этот борт будет срезаться, этот остается. Прошу прощения, можно вопрос, пока мы в тоннеле? Очень интересно узнать ваше мнение, как оцениваете проект. Именно вы имеете в виду техническую часть? Именно техническую часть, Мы да. вот с коллегами общаемся, говорим о том, что тот подход по производству работ, который здесь осуществляется, он абсолютно применим именно для этого сооружения, именно для этих условий строительства, для этих грунтогеологических условий. То, как работы организованы, видно, что достаточно профессионально они ведутся. И самое, что я отметил, что очень приятная стройплощадка. Мы вот на ней находимся, нам тут абсолютно комфортно. Но этот проект уникальный. Ну, точки зрения проекта любой Российской тоннель – это уникальный Нами проект. Менделеева, 60, Сколько метров? 63. Вот это самая глубокая Ну, точка. практически, да. Вот северная опережающая штольня. Здесь мы идем с востока на запад. Здесь с запада на восток. Работаем в двух зеркалах. Плюс у нас вентиляционный тоннель. Изначально проектом в 92 году был предусмотрен. Они начинали горным способом. С середины уходили сюда и с запада заходили. Соответственно, вентиляционный тоннель у нас здесь. Здесь будет подача материала, вентиляция идет. Плюс последующие в рамках пожарной безопасности система дымоудаления будет выходить отсюда, подавать дым наверх. Соответственно, ну, я думаю, там уже стройки особой нету. Вот они, забои. Здесь осталось у нас 70 метров туда, 90 обратно. Именно штроса, лоток. Плюс есть участки, где мы идем перепроходкой. Ну, габариты соблюдаем. Плюс раньше бойки были сделаны. То есть, закончив это, мы заканчиваем все опережающие штольни и уходим именно в колоты, чтобы делать уже конечные метры. Пойдемте в центральную опору и уже выйдем на восток. То есть мы сейчас выходим, да? Да, на восток пройдем. Обеспечен сквозной проход. Был проезд, но уже опоры делаем. Вот сейчас мы выйдем и бетон начнется. Ждем завершения. Осторожно. Это вот здесь. такая она будет. Да, центральная опора, верхняя часть. Вот там и гидрошпонки, а вот на эту поверхность наклеивается деформационный мат, который имеет две функции, ну как бы деформирующий и гидроизоляция. Соответственно, вот эту конструкцию надо возвести, и уже можно идти полными сводами.
вот это то, на чем держится Да, весь тоннель, тоннель. который воспринимает все нагрузки Вот тоннеля. это вот самая ключевая вообще история. Ключевая вещь. Поэтому она такая широкогабаритная. Она металлоемкая, бетоноемкая. Она и бетоноемкая, и металлоемкая. Здесь бетон B35. Следующая еще лучше. Это была первая. Прошу. Только будьте осторожны, лестница крутая. И там еще лестница. Не, мы здесь, когда работы идут, это мы сейчас для прохода сделали. У меня вообще гидравлическая опалубка. Я домкраты снял, гидроцилиндры, чтобы не мешало проход. Рафич, ну что, восточный выезд? Тоннель восточного выезда, скажем так. Идем же. Все уже сделали? Нет, тут еще здесь мы пробили. Это такое само по себе больше эмоциональное событие, потому что тут все-таки прокол, да, сделали. Но здесь работа еще, для понимания, еще на 2,5 года. Да, то есть мы будем синхронизировать это с строительством и моста, и, соответственно, дороги. У нас большие планы. Это же транспортный узел, который позволит и въезжать, и выезжать на М5 удобнее. Конечно, конечно. Он не только выезжать, он соединит М5, М7. Это вообще грандиозный проект. Ты ныряешь оттуда и выскакиваешь на затоне. Минуя все пробки, минуя все светофоры. Да. Поэтому это такой довольно мудрый проект с очень сложной судьбой, я всегда говорю, с очень сложной судьбой. Рафич, а вот судьба сложная. А почему все-таки вот сдвинули с мертвой точки? Сейчас. Что здесь? Это историческое место сбойки. Здесь мы сбивались. То есть Восток оттуда. с западом сбивался. Вот так вот, да? А вот уже видно, да, вот выход. Ага. Да, свет в конце там. Все, начинает. ассалам. Алейкум салям. Молодцы. А скажите, у вас персонал в основном откуда работает? Слушайте, у нас персонал российский, турецкий, есть граждане ближнего зарубежья, ну, с персоналом, но в основном это Россия, Турция. Башкиры местные есть, да, потому что здесь в регионе-то достаточно развито было горное дело, именно горно-проходческое. Рафич, а вы, наверное, первые из не сотрудников компании, которые прошли этот тоннель насквозь. Ну, наверное, да. Ну, Раиф Рамазанович уже что-то облазил здесь все. Ну, ему как вице-премьеру положено. Ну что, радостно? Да, это особое ощущение. Здравствуйте. Зачтено авансом, а сколько примерно? Если на вертолеты подняться, посмотреть, там, конечно, вообще по другая А вот история, да? вообще, вот это здесь был лес. То есть вот это уже трассировку сделали, соответственно, уже расчистили, я так понимаю, вплоть до уже до трассы, да? И вот, соответственно, Раиф Романович, получается, вот эта вся территория, она становится экономически сейчас интересной, правильно? У нас же ГРП здесь... Проблема газом только осталась. Ну, вот я говорю, С «Газпромом» договариваемся, да, МГР, и все у нас пойдет там развитие. поэтому вот еще вот эта вот составляющая. Электроэнергия там есть, вода подходит. Ну и что мне немаловажно, вот посмотрели, мне кажется, эстетически очень красивый проект. Он такой вот, и мостовой переход очень такой. А какую-нибудь эстетику на порталах предусмотрели? Что-то есть такое? Ведь порталы, вот посмотрите, есть. с этой стороны, как он будет смотреться. Ну да, прям что-то вот весь здесь вид вот. открываться. Типа Кавказского садов, у нас Уфа. Такого, да, я понимаю, да, понятно, да, Да, придумал. обязательно что-нибудь надо посмотреть. Мы находимся около восточного портала. Перед нами, в общем-то, автодорожная часть осталась. Это порядка 12,7 километров. То есть у нас 2,7 это мост со стакадной частью, 2,7, в том числе 4,6 основной мост через реку Уфимка. И плюс 10 километров это дорожная часть. На данный момент сейчас выполнено по основному мосту выполнена первая, 5-я, 6-я опора выполнена, забурились полностью 100%. Сейчас идет инъекцирование идет этих. На второй работаем, 3-я, 4-я в июне месяце после разрешения Рыбнадзора после нереста. То есть мы сможем работать. В этом году хотим опоры полностью
полностью завершить. По эстакадной части всего 66 опор, из них сейчас уже 22 на 80% выполнены. В этом году хотим где-то порядка 40 опор выполнить и где-то процентов опор пролетов 20-22 надвинуть на балки 33-метровые. Балки у нас местный производитель Стельтамаки производит, сейчас он испытал эту балку, получает сертификат и будем вот после весенней распутицы начнем возить. Металл, курган. Да, металл курган, 5,5 тысяч тонн, из них уже почти 3 тысячи тонн здесь на месте уже. Курган конструкция. Да, почти 3 тысячи тонн на месте уже здесь. Входной контроль хорошо осуществляете? Обычно. Обязательно. Да, у них здесь свой контроль обязательно, да. Лаборатория инженера. Больших объемов бывает склонность там, к мелким дефектам, которые Да, не всегда согласен, заметны, и строители потом вот вынуждены их в ходе монтажа устранять. А это нехорошо и на качестве сказывается, и на темпах работ. Поэтому бывает такая практика, когда на месте отгрузки осуществляется входной контроль, вот может строители стоит об этом подумать каким-то образом. А у нас также, у нас размещены люди на кургане, да, отлично, и здесь, молодцы. и здесь. В Стельтамаке они предварительно ездили, смотрели балки, смотрели, испытания проверяли, в общем-то, в принципе, потому что Привозили 33-метровая балка, она ненужную. такая вот специфическая балка. поэтому- Дефекты-то зачем перевозить? Надо Да, Да, конечно. то есть на месте будет, сначала контроль на месте будет. Верно. Перевозка тоже дорогая. Я хотел бы представить вам нашего руководителя. Вы нас немножко похвалили, что качество хорошее, культура производства хорошая. Сергей Рубей представляет строительный блок компании «Лимит», член совета директоров. Это наши турецкие партнеры, компания Не «Ремонт», хочу да. перегнуть палку, но похвалил я не чуть-чуть. На самом деле Они впечатление зарегистрированы у нас. очень Это хорошее. наши налогоплательщики. У вас же опыт большой, да, вообще строительный? Да, мы являемся одним из первых 30 компаний в мире строительства, международных строителей. Хорошо, мы рады, что И это является нашим первым инвестицией в Российской Федерации, так что для нас особо важный проект. Мы партнерство группы компаний ВТБ в башкирской компании. Глава республики сказал о том, что вот этот концессионный проект находится в лидерах, да, в Российской Федерации. Вообще отметил бы, Ради Фаридович, что региональных концессий не так-то уж и много. И очень приятно, что она у вас получается. Уверен, что вы ее дожмете до конца, и она будет реализована. И хотел бы к вам обратиться. Все, что зависит от вас, вы должны сделать не только в строительной части, но и именно в части вот той, которая касается непосредственно концессионных взаимоотношений, вам необходимо выполнить, потому что это будет очень хороший показатель вообще на фоне вот всего того, что происходит сегодня в экономике и как многие строительные проекты решаются. И сегодня правительство призывает к привлечению инвестиционных средств на строительство, и это вот живой и яркий пример. Поэтому нам вообще было сказано, что дальнейшая работа с правительством и, соответственно, финансирование федеральное будет в первую очередь рассматриваться там, где привлечение внебюджетных средств. То есть там, где есть проект, где участие бизнеса есть, вот оно будет, соответственно, догоняться. У нас планы есть, у нас есть еще одно конституционное соглашение, оно сейчас в стадии таком вяло приостановленном, но тоже хотели вам Подписанное уже, отработанное по деньгам все. Вот. Поэтому как-то вот так вот пошло. Поэтому, видимо, привлечение инвестиций вот именно в дорожную отрасль и в целом строительство будет ключевым, наверное, вот трендом вообще современной работы. Ради Федорович, одна просьба есть. У нас небольшие проблемы с ПГСом. Тут ваше участие нужно, наверное, будет, да? Знаем, что Решаете? мы решаем. Да. Хорошо. Нет, от меня что нужно, Раиф Рамазанович скажет, все решим. Темп не уронить. У нас, Роман Анатольевич, грех жаловаться. Старый Урал все-таки песок есть, щебень есть, гравий есть, все есть. И битум у нас есть, Роснецкий и так далее. Поэтому, в принципе, вот... на Дальний Восток в свое время возили. Серьезно? Небольшие. Да. Ну вот видите, как, поэтому Не есть. хватало, Поэтому- отсюда подвозили. Сам Бог, как говорится, велел нам строить вот большие такие проекты, браться и делать. Потому что... А вам большое спасибо. Вот, за... Вам за организацию такое спасибо. Я на самом деле вот в душе очень тепло. Спасибо. После посещения Последняя маленькая просьба, общее фото. Давайте где? Давайте. Вот здесь, наверное, вот здесь. Все?
Ратфрич, если я не спрошу, меня жители не поймут значимость этого проекта. Зачем он нам нужен? Ой, ну это много тут. И дополнительный въезд в Уфу, это уже одно по себе поговорит. Вон уже у нас пробки образуются на каждом выезде. Это соединение двух федеральных трасс. Это толчок развития территории, потому что внутри мы уже ограничены природными условиями, реками. Поэтому огромный. Поэтому это большой проект, такой, знаешь, дух захватывает. Вы с каким настроением уезжаете? С очень отсюда? хорошим. Спасибо.